мы живем, по сути, в райской стране. По сути, у нас экология, там, окружающая среда, это практически райские места. Но за последние несколько лет, например, загрязнение окружающей среды, просто вот показатели, да, ухудшаются и ухудшаются. В принципе, это затратно на текущий какой-то момент принятия решения по закупке оборудования. Но в долгосрочной перспективе это гораздо выгоднее, потому что это уже пойдет экономия средств, да, б, это создаст репутацию, доверие со стороны инвесторов, которые будут давать эти же дешевые инвестиции зеленые. Бизнес-среда. Добрый день, меня зовут Зибута Джибаева. Это очередной выпуск цикла «Бизнес-среда», в котором наши гости готовы делиться своим опытом, готовы рассказывать об актуальном в мире бизнеса, ну и, соответственно, куда стоит стремиться. Этот цикл мы пишем при поддержке программы Европейского банка реконструкции и развития «Консультации для малого бизнеса в Таджикистане». Сегодня у нас в гостях директор консалтинговой компании Имкон Консалтинг Замира Самадова. Здравствуйте, Замира. Здравствуйте, Зибо. Сегодня мы будем говорить о таком тренде. Я думаю, что в Таджикистане о нем слышали, но не придают, наверное, еще большого значения. Да? ESG. Что это такое? Простыми словами. В первую очередь, это аббревиатура из 3 слов ESG – Ecological, Social and Governance. На русском языке это будет звучать экологический, социальный и вопросы корпоративного управления. Это тренд, действительно, и он в последние годы, вообще он зародился где-то в 60-х годах прошлого века, но стал актуальным в последнее время, потому что вопросы изменения, да, климата, глобальное потепление и так далее, и вопросы устойчивого развития сейчас на повестке дня. Бизнесу-то зачем? В принципе, да. Это о том, как ответственно управлять своим бизнесом, зарабатывать деньги с ответственностью. Вот если мы говорим уже 3 компонента, да, ESG, это экология, не производя продукцию, оказывая услуги, зарабатывая деньги, не наносить вред окружающей среде, не наносить вред экологии, думать о будущем. Социальные вопросы – это заботиться о своих сотрудниках, о сообществе, о стране и так далее. И корпоративное управление – это вопросы прозрачности бизнеса, отчетности, заботы о своих акционерах, миноритарных, мажоритарных и так далее. В Таджикистане уже обращать внимание на такие вещи? Вот как? Смотрите, в Таджикистане еще это только возрождается, да, и сейчас Таджикистан только недавно принял стратегию зеленой экономики. То есть мы живем, по сути, в райской стране. По сути, у нас экология, окружающая среда, это практически райские места. Но за последние несколько лет, например, загрязнение окружающей среды просто показатели, да, ухудшаются и ухудшаются. Это связано прежде всего с тем, что автомобилей стало много, например, в городе Душанбе, это с нашей ТЭЦ, и это будет продолжаться, если не заботиться об окружающей среде. У нас принята стратегия развития промышленности в Таджикистане, да? Но создавая промышленные предприятия, мы тем самым тоже будем наносить, потому что при производстве промышленной продукции будут возникать какие-то выбросы в атмосферу. Это тоже будет загрязнение окружающей среды. И мы должны позаботиться о том доме, в котором мы живем. И почему это не актуально сегодня? Потому что ESG это дороговато, да? Внедрение каких-то сберегающих, очищающих, не наносящих вред экологии производств, это затратно. Просто в атмосферу это выбрасывать, сливать в реки, это все проще простого. Но для того, чтобы это перерабатывалось, утилизировалось или как-то компост они, да, какой-то делают, это требует каких-то дополнительных затрат. И это справедливо, потому что бизнес сейчас находится на стадии становления. И, конечно, они вряд ли готовы вкладываться в такие дорогостоящие решения для того, чтобы не наносить вред окружающей среде. И это вопрос ответственности перед будущими поколениями. И сейчас, если вопрос, как бы выжить, то вопрос будет стоять так, где жить потом, да? Хорошо, мы сейчас заработаем, построим бизнес, а может быть завтра настолько все изменится, настолько будет атмосфера, экология и так далее, все испорчено, что просто жить будет тяжело, выживать будет невозможно. То есть пока вопрос стоит, как выжить, Да. И через какое время будет вопрос? Как думаете? Смотрите, у нас в Таджикистане прирост населения 2% в год. Да, сегодня 10 миллионов.
что будет через 10 лет. Нам нужно всех кормить, нам нужно производить для них, да, для того, чтобы они выжили. Нужно создавать рабочие места и так далее. И при этом во что мы можем превратить нашу страну, нашу экологию, если мы не будем заботиться об этом. То есть у нас времени уже подумать нет. Да, у нас уже нет времени раздумывать, да? И раздумывать, да. Помимо того, что это все про ответственность, да, что еще дают принципы ESG на мировом рынке, там, международном рынке для бизнеса? Вот сейчас, если, например... В первую очередь, это, конечно, более дешевые деньги, если мы говорим, почему это выгодно для бизнеса, да? Это дешевые деньги. То есть зеленые облигации, зеленые инвестиции, они будут гораздо дешевле, чем обычные деньги. Во-вторых, это репутация. Был, например, такой кейс, есть мировая компания по производству в модной индустрии, H&M, вы наверняка ее знаете, да? И был такой кейс, защитники природы разместили на объявление на стеклах магазинов H&M, что продукция произведена из узбекского хлопка, который собирается принудительным и детским трудом. Люди стали приходить и сдавать вещи, перестали пользоваться брендом. Или недавний кейс с Balenciaga, опять-таки, когда в рекламной кампании были использованы дети, и причем там был сексуализированный образ детей. Да? И звезды отказались сотрудничать, люди перестали покупать. Были демонстрации, как они сжигали прям на публику одежду с Balenciaga и так далее. Это вот социальная ответственность. Я еще читала про один кейс, я не помню только какая-то компания, но тоже это производитель по типу H&M, по-моему, даже они были, о том, что там был вопрос об утилизации. То есть они просто выбрасывают, да, одежду, и это тоже сказалось потом на репутации компании. Абсолютно. Да, то есть она не утилизировалась. Управление утилизацией, управление отходами, да, это вот как раз-таки социальная ответственность бизнеса. Инвестиции сейчас дешевые, да? Зеленые инвестиции. Зеленые инвестиции. То есть те инвесторы, которые вкладывают зеленые инвестиции, дают дешевые деньги, они прежде всего смотрят на репутацию компании. Это не вопрос прибыли. То есть если раньше инвестор смотрел, какую прибыль может принести бизнес, то теперь он заботится о том, чтобы его деньги вкладывались в социально ответственный бизнес. Ему уже не все равно. Но довольно сложный процесс внедрения, да, принципов? Ну, не совсем, на самом деле. Вот если бы мы, скажем, вот если упростить убрать все эти термины и сказать о том, что любая компания в Таджикистане решила внедрить в себя ESG-принципы, то прежде всего нужно определиться с тем, насколько вы привержены. Да? Мы хотим быть социально ответственным бизнесом, то есть это на уровне руководства приверженность должна быть. Понятно, что там, когда мы идем по улице, например, спрашиваем там, а ты за окружающую среду, ты хочешь, чтобы город был чистый, да, ты хочешь, чтобы ты жил там. Нет. Кто скажет нет? Но когда мы спрашиваем, готов ты там не пользоваться пакетами, выбрасывать, сортировать мусор и так далее, то мы уже начинаем как бы там сомневаться, да, там не каждый ответит да однозначно, и не каждый будет делать, даже если он ответит «да». Это то же самое на уровне компании. Если руководство выражает какую-то приверженность внедрению ESG-принципов, то это спускается сверху, да, в виде правил, процедур, политик, каких-то целей, индикаторов и так далее. Он создает условия для того, чтобы компания начала движение в сторону зеленого, да, вектора. И это прежде всего касается определить, какие есть там бизнес-процессы, которые могут приносить вред окружающей среде. Подумать, во сколько обойдется или каким образом мы можем там уменьшить воздействие на окружающую среду. Например, на уровне вашей компании или моей компании, да, которой мы занимаемся умственным трудом, и у нас нет производства там, выхлопных газов и так далее. Это может быть там, вариант там, не использовать бумагу. Да, перейти на электронную отчетность. На электронную отчетность. Мы, например, в своих контрактах прям прописываем, что все продукты, которые мы разрабатываем, да, в рамках консалтингового проекта, они будут представлены в электронном виде. И только. Второе, там, я сама, наверное, еще пока на это не соглашусь, но как вариант пересесть на велосипеды. Это тоже как бы принцип, да, зеленой экономики. Третье, посмотреть, какие процессы, да, могут наносить вред окружающей среде, найти, и уже начинать формировать фонды
Может быть, не сразу, да, у компании будут средства для того, чтобы закупить какое-то оборудование, которое может там решить эту проблему, но начинать откладывать какие-то фонды, провести энергоаудит и посмотреть, где мы расходуем много электроэнергии, например. Опять-таки, заменить лампочки на энергосберегающие – это тоже шаг. Второй важный блок при внедрении ESG принципов – это социальные вопросы. Как мы обращаемся со своим персоналом, какие условия мы создаем для там, развития, карьерного развития, понятно ли им, комфортно ли им, как мы оплачиваем, какая атмосфера, корпоративная культура в компании существует. Спросить у персонала, насколько ему комфортно работает, каковы условия труда. Да? Вот был недавний кейс, опять-таки, касательно социальных вопросов в Арабских Эмиратах. Они строили большой стадион, да, для Олимпийских игр, если я не ошибаюсь. И во время строительства этого стадиона в Арабских Эмиратах, в одной из богатейших стран, да, погибли 6 тысяч рабочих. И это как раз-таки вот строительство мирового масштаба, да, опять-таки не бедной страной. Если мы говорим, что мы в Таджикистане еще не настолько развиты и так далее, не бедной страной. Здесь не было уделено достаточное внимание условиям безопасности рабочих. 6 тысяч рабочих были, конечно, пострадали от этого, погибли, и их семьи, да, лишились кормильцев и так далее. Сейчас идет просто огромное расследование по этому вопросу. Вот, и здесь важно посмотреть, допустим, в компании в Таджикистане, посмотреть, каковы условия труда, да, безопасность на рабочем месте, есть ли необходимое оборудование, устаревшее оборудование, требующее ремонта и так далее. Да, наши рабочие справляются, иногда они сами ремонтируют, изобретают какие-то свои подходы по использованию устаревшего оборудования, но тем не менее это опасно. И третье – это корпоративное управление, то есть вопрос прозрачности бизнеса. У каждого бизнеса есть учредитель, да, есть инвестор и так далее. И особенно, если мы хотим инвестора, если мы хотим получить дополнительные инвестиции, мы должны научиться работать прозрачно. То есть это отчетность, это понятные правила и процедуры, да, кто за что отвечает, каково вознаграждение руководства, какие дивиденды они, например, получают и за что они получают, как распределяются в различные фонды средства и так далее. Это только про крупный бизнес? Нет, это про любой бизнес. Малый, так какой наш там, например, 9 человек. Давайте возьмем какой-нибудь, для примера, какой-то маленький бизнес. Я не знаю, бургерную. Да? В бургерной это условия безопасности на рабочем месте, это электрические плиты, это там, я не знаю, те же перчатки, это там напряжение и так далее, да, посмотреть. Вред окружающей среде какой может быть? Это опять-таки использование пластиковых стаканчиков, упаковок и так далее. Опять-таки остаются какие-то продукты, что с ними происходит, как они утилизируются, у кого они закупаются. Еще важный момент. Закупки тоже являются социально ответственной частью бизнеса. У кого мы закупаем? У надежных поставщиков с качественной продукцией, или мы берем самые дешевые, я не знаю, на рынке, без гарантии качества и так далее, и потом предлагаем своим потребителям. И третье, то, что касается корпоративного управления, опять-таки, как мы, если я один собственник, да, и рассматриваю я в дальнейшем продвижение своего бизнеса, хочу я там открыть еще несколько точек, привлечь партнеров и так далее, то тогда мой бизнес должен быть понятен и прозрачен. Хорошо, внедрили принципы. А дальше что? Есть же какие-то этапы, которые, например, инвестор уже я там бумаги-то не принесу, или как он будет меня оценивать, насколько все соответствует, да? На самом деле вот это очень хороший вопрос, потому что так как повестка ESG, да, она стала актуальной последние несколько лет, и существует очень большое количество рейтинговых агентств, которые занимаются тем, что оценивают практику ESG там в той или иной компании, их много, и нет единой методологии на сегодняшний день. Но уже начата работа по созданию единой методологии, понятных критериев и применимых к
к разным странам, к разным областям бизнеса и так далее. Сейчас эта работа идет, и я знаю, что IFC очень активно вовлечены в этот процесс создания единой методологии оценки практики ESG. Если вы хотите получить какие-то там зеленые инвестиции, например, вы обращаетесь в тот же Европейский банк или Азиатский банк или в любой другой там банк, который может выдать вам кредит, это тогда их эксперты, они оценивают, и они смотрят не только, опять-таки, на финансовые показатели компании, а еще на репутацию, да, компании. А репутация компании как раз складывается и из таких критериев, как отношение к окружающей среде, отношения со своими сотрудниками, отношения с потребителями и воздействие на то сообщество, где оперирует компания. Попытки у таджикских компаний есть? Ну вот, как я уже упомянула ранее, я знаю, что банк Исхата уже на пути применения ESG. Они проводили оценку, этим занималась Международная финансовая корпорация. Я думаю, что в ближайшем времени мы можем услышать какие-то новости по этому вопросу. Вот сейчас нас, возможно, послушал какой-то предприниматель, и что ему делать дальше, да? Ну, то есть он решил, что он, в принципе, его бизнес подходит для того, чтобы он уже мог внедрить вот эти принципы, да, ESG. Куда ему обращаться? И как вообще? Вы просто вначале сказали, что это в принципе затратно. Да, в принципе это затратно, и затратно на текущий какой-то момент принятия решения по там, закупке оборудования. Но в долгосрочной перспективе это гораздо выгоднее, потому что там, это уже пойдет экономия средств, да? Б, это создаст репутацию, доверие со стороны инвесторов, которые будут давать эти же дешевые инвестиции зеленые. А С, это репутация у потребителей, как в кейсе там с H&M. Да? Потребители будут выбирать, у кого покупать ту или иную продукцию, зная, что, допустим, это социально ответственный бизнес, у него хорошая репутация, и мы ему доверяем. В мире огромного там профицита, да, сейчас конкуренция огромная, то выбор уже стоит не в качестве даже самого продукта, а уже в таких дополнительных индикаторах, как репутация. Я думаю, если компания намерена идти, это не быстрый процесс однозначно. И компания должна осознавать там, и поставить для себя какие-то определенные сроки по достижению там, каких-то сроков, через какое-то время там, заменить такое или иное оборудование, да? Найти решения, предпринять какие-то шаги или найти решения для минимизации там, выбросов в атмосферу, например. Компания Shell, например, был тоже хороший кейс. Их дело рассматривалось в Гаагском суде. Они при производстве своей продукции они наносили огромный вред. Это огромная корпорация, и, соответственно, она наносила огромный вред атмосфере. И сейчас она меняет бизнес-модель для того, чтобы сократить эти выбросы. И платит за то, что она наносит вред атмосфере. Если мы возьмем даже курортные зоны, да, там Бали, если вы поедете в Бали, посетите, захотите провести там отпуск, вы будете платить помимо того, что за курорт, за проживание, там, я не знаю, за потребление там, воды и всего прочего, вы еще платите дополнительный налог за то, что вы оставляете углеродный след. То есть даже люди, да, там, наносят вред окружающей среде тем, что они дышат. Вот. В Таджикистане это, например, у нас, кстати, 3 основных источника, которые воздействуют на окружающую среду. Это, естественно, промышленное производство, да, это, опять-таки, сельское хозяйство, мы аграрная страна, даже сельское хозяйство, это те же коровы, да, они наносят вред. И тогда нужно думать о том, как вот сократить этот вред, чтобы нашим детям и внукам было где жить. И все-таки куда-то обращаться есть. Вот я сейчас, например, мы говорили об энергоаудите, да, Европейский банк реконструкции и развития, он как бы предлагает оплачивать какую-то часть, если нужно провести энергоаудит, да, то есть все, что касается зеленой экономики. Консультанты у нас уже есть по ESG? Вот. Но наша компания занимается с 2012 года вопросами корпоративного управления, да, и сейчас корпоративное управление, оно трансформировалось в ESG. То есть мы рассматривали в рамках корпоративного управления социальные вопросы, обращали внимание на репутацию компаний в аспекте экологических вопросов, но это не было такими четкими критериями. Сейчас это стало вот именно обязательным условием рассмотрения практики корпоративного управления в разрезе ESG. Вот, да, есть компании в Таджикистане,
компаний, но одна из них Имфон Консалтинг. Да. Можно обращаться. Спасибо большое. Я хотела напомнить, что серия подкастов финансируется правительством Японии через Фонд поддержки малого бизнеса Европейского банка реконструкции и развития, который также поддерживает Италия, Корея, Люксембург, Норвегия, правительство Швейцарии, Швеции, США, Тайвань бизнес, Фонд технического сотрудничества. И наше мнение, и мнение наших гостей может не совпадать с мнением доноров. Спасибо. Спасибо большое, Зибо. Бизнес-среда.